Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Члены абхазской делегации рассказали президенту об участии в международной дамасской ярмарке. Ставка на современные методы организации и повышение эффективности работы госструктур. Мнение эксперта о поручениях президента. Как отразится упрощение финансовых требований для российских туроператоров, работающих в абхазском направлении на турпотоке? Приднестровская Молдавская Республика отмечает 35-летие со дня своего образования. Бадра Гунба встретился с членами абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц, принявших участие в 62-й Дамасской международной ярмарке. Члены делегации доложили главе государства о встречах, проведенных на полях форума. Президент, выслушав информацию, дал поручение министрам продолжать активную работу по наращиванию международного сотрудничества. Прежде всего, от имени своих коллег и от имени своего ведомства хочу поблагодарить за поддержку, которая была оказана вами лично, правительством, администрацией президента, для того, чтобы этот визит и это участие довольно масштабное и яркое состоялось. Ну, как уже известно хорошо, это 62-я по счету международная дамасская ярмарка, крупнейшее инвестиционное и экономическое событие в регионе среди многих стран Ближнего Востока. Достаточно сказать, что в этом году, после отмены санкций, после той трансформации общественно-политической, которую претерпела Сирия, участие многих стран восстанавливается в этом формате. 48 стран в этом году приняли участие в Дамасской международной ярмарке. Среди них как страны региона, так и страны Европы, Юго-Восточной Азии и некоторых других стран. Поэтому мы были там в очень представительной компании, но и в этой компании мы, прямо скажем, без ложной скромности не затерялись. Интерес был очень серьезный к нам. Участие наше было, опять же, без ложной скромности, скажу, достаточно ярким. И, конечно, здесь нужно отметить слаженную работу нашей делегации и, собственно, сама организация нашего участия, взаимодействие с органами власти Сирийской Арабской Республики. Прошло 3 встречи с министрами, и каждый из них отдал, так скажем, дань уважения нашему участию. Наш павильон почтили своим вниманием и присутствием и руководители, и профильные, так скажем, функционеры. Пришел отец президента Сирии, господин Ахмада Шара, очень так высоко оценил и внешнее оформление, и наше деловое и художественное участие. И, конечно, не могу не сказать о диаспоре, которая приняла самое активное участие. Огромное количество людей приехали, организованно пришли, поддержали нас и творчеством, и своим нахождением там. Я вижу очень важную миссию, очень важную составляющую работы, помимо всего прочего, еще и в том, чтобы постоянно информировать наших соотечественников, а их там немало, около 150 тысяч в Сирии, вместе с нашими представителями братских народов, информировать их о том, что сегодняшний день Абхазии динамичный, идет динамичное развитие, и в том числе информировать о той роли, которую играет сегодня Российская Федерация в деле восстановления
нашей инфраструктуры, развития наших многих проектов, в том числе инфраструктурных, образовательных, медицинских и так далее. Очень большой интерес у всех посещающих, посетивших, вызывали такие масштабные, амбициозные проекты, как открытие международного аэропорта. Мы его презентовали, показывали в сегодняшнем виде его, в той перспективе, которая есть у этого важнейшего проекта. И, конечно, их интересовали еще возможности наших морских портов. На полях Дамасской ярмарки у нас состоялась встреча с министром культуры Сирийской Арабской Республики. Вот мы обговаривали возможности, перспективы нашего сотрудничества в сфере культуры. Первичные шаги мы наметили в ближайшее время провести онлайн-встречу, где мы проговорим уже некую дорожную карту, обсудим сотрудничество. И если говорить о масштабном, то в 2026 году мы планируем, есть договоренность, проведения Дней Сирийской Арабской Республики в Абхазии и, соответственно, Дней культуры Абхазии в Сирии. Настрой достаточно положительный на работу, поэтому, я думаю, мы пригласили их также принять участие в праздновании у нас Дня Победы 30 сентября. Если будет возможность у коллеги, он пообещал приехать, либо направить своего представителя. Еще одна встреча, которая состоялась у абхазской делегации, это встреча в Министерстве сельского хозяйства. Буквально перед отъездом нас принял министр лично. Обсуждали вопросы взаимодействия по линии сельского хозяйства, и в том числе обмена продукцией, как в сыром виде, так и переработанной. Предложили коллеге рассмотреть также наши транзитные возможности и обеспечение поставок в Сирийскую Арабскую Республику сырья, которое есть в большом количестве в Республике Абхазия. В последние годы получило большое развитие направление выращивания эвкалипта, именно в частных небольших. То есть речь не идет о том, чтобы вырубать уже существующие деревья, а именно ведется целенаправленно посадка новых деревьев. В Сирии активно используется эвкалиптовое масло, в первую очередь в фармацевтической промышленности. Также у нас есть большой потенциал в поставках ольхи и в поставках бука. Все эти и многие другие вопросы обсудили с коллегой, но также у нас есть большие планы для обсуждения с Министерством экономики Сирийской Арабской Республики и с коллегой из Министерства транспорта. У нас есть уже наметанная дорожная карта по развитию прямого морского сообщения с Сирийской Арабской Республикой, которая однозначно может повлиять на увеличение товарооборота между нашими странами. И судя по тому, как мы предлагали коллегам ознакомиться с нашим транзитным потенциалом, у многих это вызвало большой интерес. Ежегодно принимает до 20 студентов из Сирии, в основном это представители абхазо-адыгской диаспоры. И в этот приезд я обсуждаю тоже приезд еще 12 студентов из Сирии в Абхазию, в Абхазский государственный университет. Мы даем им возможность проживания, учебы бесплатно. В случае их желания, спустя год после изучения языка, они могут поступать в наш университет. Есть те, которые поступают, продолжают учебу. Есть те, которые потом уезжают в Российскую Федерацию. Это одно из направлений, которые мы обсуждали в Сирии. Для Абхазии очень важно принимать участие в таких международных событиях. А Дамасская международная ярмарка 62-я, она очень масштабная, и те традиции, возможности, которые появляются в рамках этого форума международного, безусловно, для нашей страны очень интересны. Я уверен, что в таких мероприятиях обязательно необходимо принимать участие. Вы знаете, что несмотря на непростые условия, в том числе и экономические условия, мы приняли решение искать средства для того, чтобы Абхазия была представлена на этом международном форуме. Мы и дальше будем взаимодействовать с нашими коллегами в Сирийской Республике. Мы глубоко ценим и уважаем позицию руководителей Сирийской Республики. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить посольство
Абхазии в Сирийской Республике за ту работу, которую они проделали, несмотря на очень тяжелый период времени, которые, к сожалению, происходили определенные процессы, но ребята наши показали высокий уровень дипломатии, за что мы, безусловно, ценим и отметим особо их вклад в сохранение того уровня взаимоотношений между нашими странами. Важно сохранить тот уровень международных взаимодействий и взаимоотношений со странами. Мы и дальше будем работать по всем тем направлениям, которые являются для нас перспективными в рамках международного признания. Это приоритетное направление, над которым мы постоянно работаем. Нам необходимо усиливать и отношения с другими странами, в том числе и Ближнего Востока, Африки, азиатских стран. И в этом смысле я даю определенные поручения усилить эту работу и выходить уже с новыми предложениями в рамках международного сотрудничества. Здесь очень важную роль играет и культурный обмен. Даур Владимирович, вы в рамках своей деятельности и компетенции обязательно выстраиваете отношения на уровне культурных обменов. Культура, она всегда опережает даже в каком-то смысле и дипломатические шаги. К счастью, имеем такой опыт взаимодействия, и эти отношения нужно будет выстраивать особым способом и условиями. Также важны контакты по линии экономического взаимодействия. Все то, о чем вы говорили, это то, на чем можно строить основу этих взаимоотношений. Международное взаимодействие экономическое с Сирийской Арабской Республикой – это очень важный итог нашей деятельности, в том числе в рамках экономического ведомства. Что касается участия Абхазского государственного университета, это тоже не случайность. Представители нашей диаспоры, представители диаспор братских народов, они имеют возможность сегодня обучаться в нашем университете. Это дополнительная возможность вернуться к пониманию, откуда они родом, значит, где их историческая родина, и привить эту любовь к новому поколению. Так что это очень хорошее, важное направление, то, что было реализовано в рамках вашего визита, должно иметь такие хорошие, надежные, положительные шаги и результаты. Спасибо за проделанную работу. Спасибо. Информация о проводимой в министерствах и ведомствах работе по выполнению поручений президента была заслушана на совещании, которое провел премьер-министр Владимир Делба. Одно из поручений главы государства – это разработка и утверждение перечня технологического оборудования, необходимого для производства электроэнергии из возобновляемых источников и не подлежащего налогообложению при ввозе на таможенную территорию Республики Абхазия, практически выполнено. Об этом сообщил вице-премьер Жансух Нанба. Проект нормативно-правовых актов подготовлен в установленном порядке. Проведены все процедуры согласования. Он находится в аппарате правительства. Кроме того, Министерство здравоохранения завершило разработку подзаконных нормативных актов к закону о здравоохранении, которые определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг. Приветствую вас, уважаемые коллеги. Мы собрались сегодня с вами обсудить итоги совещания президента республики с правительством. Как известно, 27 августа у президента была встреча с членами правительства. На были обозначены основные приоритеты направления деятельности в среднесрочную перспективу. Президентом был утвержден перечень поручений, который состоит из 6 разделов. Общее количество поручений 50. Они направлены на эффективную экономическую, социальную, финансовую, налоговую и таможенную политику, политику в области здравоохранения, просвещения, молодежи и спорта, обеспечения правопорядка. Мы обязательно с вами вместе поручения, которые изложены президентом, выполним в установленные сроки. И попросил бы вас, уважаемые коллеги, по координируемым
ведомствам в соответствии с распределением обязанностей между премьер-министрами и вице-премьерами, провести предметную детальную работу с руководителями ведомств, взять на особый контроль каждое поручение. В поручении также указаны меры по информированию администрации президента в части выполнения этих заданий. Очень важные поручения, данные правительству. Мы их, здесь нет самоцели в установленные сроки представить предложение президенту. Мы точно должны представить предложения такие, которые будут менять жизнь наших людей к лучшему. И все предпосылки для этого есть у нас. Поэтому, еще раз повторюсь, в очень тесном взаимодействии с каждым членом правительства. Руководство Абхазии делает ставку на современные методы организации и повышения эффективности работы госструктур, считает директор Института экономики и права Фатима Камки, отметив акцент на контроле, планировании и персональной ответственности руководителей. По ее мнению, важна не только количественная отчетность, но и качество выполненных задач, а также их конкретная польза для общества с четко определенными сроками и целями. Комментируя президентские поручения, эксперт подчеркнула, что в документе прослеживается системность, комплексный подход, ориентированность на долгосрочное и краткосрочное планирование. Сами поручения свидетельствуют о том, что есть понимание осмысления в руководстве страны о существовании этих вызовов. Вот теперь уже задача непосредственно выбора инструментов, какие будут использованы для того, чтобы решить эти задачи. То очень большая задача стоит в сфере экономики. Нам надо определиться, наверное, как я с точки зрения научного анализа видела бы, что, собственно говоря, наличие общей концепции, какая сфера у нас будет выступать неким драйвером, который потянет все остальные сферы. Я думаю, что совершенно очевидно, что это сфера туризма. И в этой сфере мне бы также очень хотелось, чтобы властные структуры больше опирались в том числе на мнение своих академических структур, в том числе, допустим, нашего Института экономики и права. Я думаю, что без научного сопровождения это очень сложно сделать. Данный подход, который, как мне представляется, использован, он предполагает оценку результата деятельности. Не просто уже сидит государственный управляющий и выполняет свой функционал. Мы каждый день приходим на работу, что-то от нас зависит, но главное, сделали тот минимум, который... Вот как раз эти поручения я рассматриваю как знак или символ того, что предлагается уйти от такого подхода. Не просто каждый пришел, каждое должностное лицо пришло на работу и отбыло свой рабочий день и выполнило необходимый минимум. Здесь уже предполагается некая творческая мобилизация всех ресурсов человеческих, управленческих, для того, чтобы был получен совершенно какой-то другой, новый результат с точки зрения развития. План таможенных платежей за август выполнен на 102%. При плане в 408,2 миллионов рублей таможенными органами начислено таможенных платежей на сумму 415 миллионов рублей. По итогам 8 месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 миллиарда 933 миллиона рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года больше на 199,5 миллионов рублей. План по начислению таможенных платежей за 8 месяцев текущего года выполнен на 100,2%. Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве по итогам переговоров в Пекине. На полях саммита ШОС в Тяньцзине президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с главами Турции, Индии, Ирана, Таджикистана, а также с премьер-министрами Армении, Непала и Вьетнама. 25-е заседание Совета глав государств, членов ШОС, прошло с 31 августа по 1 сентября. Обсуждались вопросы развития экономического сотрудничества в области
области высоких технологий, инноваций, искусственного интеллекта, а также темы региональной безопасности и устойчивого развития. Работу саммита ШОС освещали наши коллеги из RT. О состоявшихся встречах и их значимости нашему корреспонденту Анне Лагвилава рассказал Роман Зыскин. Скажите, пожалуйста, как прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества и каковы заявления его главных участников, лидера КНР Си Цзиньпиня, президента России Владимира Путина, а также премьер-министра Индии Нарендры Моди? Здравствуйте. Да, хотелось бы начать с того, что это был не только самый масштабный исторический саммит, самый, можно сказать, большой саммит Шанхайской организации сотрудничества, но и более чем эффективный. Очень много двухсторонок было проведено, очень много разговоров на ногах. И это не передать никакими пресс-релизами, насколько важно это общение между лидерами. И, конечно же, стержнем этого сотрудничества, стержнем Шанхайской организации сотрудничества являются двусторонние отношения России и Китая, которые играют важнейшую роль в осуществлении планов организации. Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. Это в полной мере проявилось в ходе вашего майского визита в Россию и совместного участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним, это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем. Также основой и фундаментом достижений является стратегический итоговый документ, который был принят по итогам саммита. В первую очередь будет создан Банк развития Шанхайской организации сотрудничества, что поможет странам получать финансирование не только через европейские институты, но и через новые институты. Второе, не менее важное, это требование, можно сказать, или, чтобы сказать помягче, просьба, предложение реформировать ООН. И именно эти два требования, именно эти два шага показывают новое самосознание организации, как организации, которая предлагает новые альтернативные модели сотрудничества, основанные на справедливости и равенстве. Китайско-российские отношения выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений, вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша. В последние годы под нашим руководством Китай и Россия в духе первоначальных целей и с решимостью добиваются плодотворных результатов в разветвленном сотрудничестве. Мы готовы с вами вместе поддерживать друг друга в национальном развитии, процветании, непоколебимо защищать международную справедливость, равенство, продвигать формирование более справедливой, рациональной системы глобального управления. Этот саммит также очень ярко продемонстрировал возможности не только его участников и наблюдателей конструктивно решать проблемы, конструктивно их раскладывать и находить решения. В том числе, конечно же, в первую очередь мы говорим про решение индийско-китайских проблем. Совсем недавно у этих двух стран были очень большие проблемы, политические напряжения, конфликты на границе. Еще в прошлом году на саммите ШОС в Казани удалось заложить тренд на улучшение этих отношений, что вылилось в явные результаты в этом году. В первую очередь открыто было авиасообщение между двумя странами. Также премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что на границе между Китаем и Индией царит стабильность и гармония. И в том числе, конечно же, мы можем говорить об этом не только как заслуга организации, но и заслуга всех лидеров, которые принимают в ней участие, заслуга тех разговоров, тех билатеральных встреч, двухсторонок и тех разговоров на полях саммита, которые проводятся. Двухсторонние встречи продолжаются, потому что после саммита ШОС Владимир Владимирович Путин поехал дальше в Пекин. Завтра нас ожидает парад, но тем не менее двухсторонние встречи продолжаются. Еще вчера российский лидер подчеркнул, что ШОС как организация продвигает концепцию дружеского сотрудничества для многих стран, и это является явной альтернативой для евроцентричной модели Запада. ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте.
помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития. Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной. А значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Роман, а что насчет других участников саммита ШОС? Каковы итоги встреч президента Турции Реджепа Эрдогана, премьера Армении и также президента Азербайджана Ильхама Алиева? Саммит Шанхайской организации сотрудничества еще раз ярко показал важность региона не только для организации, но и для России. Первой двусторонней встречей Владимира Владимировича Путина была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она прошла в закрытом режиме, без делегаций, что еще раз показывает важность Кавказа для России и для внешней политики Российской Федерации. Также, конечно же, все участники поприветствовали завершение армяно-азербайджанского конфликта, и именно завершение этого конфликта в Вашингтоне, а начало завершения этого конфликта было положено в 2020 году в России, в ноябре 2020 года в России, открыло совершенно новые сферы сотрудничества, в первую очередь в областях логистики и торговли. Недавние шаги, предпринятые для обеспечения прочного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и в Центральной Азии, заслуживают одобрения. Мы надеемся, что эти шаги внесут вклад в развитие гуманитарных, экономических и торговых отношений, а также открытию транспортных маршрутов и коммуникационных линий. Наше тесное сотрудничество с братскими странами Центральной Азии на двусторонних и многосторонних платформах развивается с каждым днем. Шаги, которые мы предпринимаем в рамках Организации тюркских государств, способствуют стабильности не только в наших братских странах, но и во всем нашем обширном регионе. Эрдоган также заявил, что Алиев и Пашинян сегодня как никогда находятся на одной волне и смотрят в одном направлении. Противоречий по поводу развития Зангезурского коридора через так называемый мост Трампа нет, резюмировал Эрдоган. Роман, спасибо большое за уделенное нам время. Желаю вам плодотворной работы. До свидания. С 1 сентября вступил в силу закон о поддержке российских туроператоров, работающих с Абхазией. Они получат льготу в виде сниженного размера финансового обеспечения ответственности, который составит 500 тысяч рублей вместо десятков миллионов рублей для выездного туризма. Это упрощение финансовых требований, как отметил президент Российского союза туризма Илья Уманский, призвано стимулировать туроператоров к развитию новых маршрутов и предложению доступных вариантов отдыха. Когда мы говорим об отправке туристов, например, в такую страну, ближайшему нашему соседу в Абхазию, например, и при отправке туристов, допустим, в Соединенные Штаты Америки. То есть условия для работы с этими рынками до сегодняшнего момента были одинаковые. И речь шла о том, что переквалифицировать работу с такими ближайшими соседями, особенно с которыми у нас добрые такие партнерские взаимоотношения, в формат работы аналогичный на внутреннем туристическом рынке Российской Федерации. Ну, то есть не требовать от туроператоров вот этих повышенных каких-то обязательств и не вводить дополнительное регулирование для этой деятельности, для того, чтобы большее количество туроператоров и с большей свободой могли работать на этих направлениях, как следствие увеличивали бы туристические потоки в обоих направлениях. Напрямую этот законопроект не коснется туристов, может быть, они даже не заметят этого, но благодаря тому, что большее количество операторов смогут работать на этом направлении, упростится формат работы, то косвенно это отразится, безусловно, и на туристах, поскольку для туристов будет через расширение и повышение конкуренции на этом направлении будет формироваться лучшее предложение, лучшая цена, большее многообразие и выбор предложений.
Под председательством вице-премьера Джансуха Нанба состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Комиссия рассмотрела 4 вопроса: об установке памятной доски первому президенту Владиславу Ардзинба на здании Шерской средней школы его имени, об установке скульптурного изображения второго президента Сергея Багапш и благоустройстве площади имени Багапш в Сухуме, об установке в городе Гал памятника основателю населенного пункта Гал Тлабгану Кецба, об установке бюста народному поэту Абхазии Рушпи Юсмыр в Центральном парке города Новый Афон. Госкомиссии будет дано поручение Министерству культуры объявить конкурс на лучший проект скульптурного изображения поэта. Приднестровская Молдавская Республика отмечает 35-летие со дня своего образования. Приднестровье – первая республика, с которой Абхазия подписала договор о дружбе и сотрудничестве. А случилось это сразу после нашей Отечественной войны 22 января 1993 года. О сложных этапах становления государственности ПМР, о взаимоотношениях с Абхазией и перспективах их развития мы поговорили с полномочным представителем ПМР в Абхазии Гарри Купалба. 35 лет прошло со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. Если проследить, две республики, Абхазия и Приднестровье, после развала Советского Союза, развивались одинаково. Приднестровье прошло долгий и нелегкий путь в формировании своей республики, ведь ее создание, по сути, было вопросом безопасности сотен тысяч приднестровцев, сохранивших верность отчизне. Хотя Приднестровье находится в полной блокаде, хотя вот экономически им очень сложно сегодня выжить, но при всем том Приднестровье делает все для того, чтобы сохранить свою государственность, свою идентичность. И я думаю, что рано или поздно, но международное сообщество признает эту республику как субъект международного права. Независимость ПМР на данный момент признала Южная Осетия и Абхазия. Произошло это событие 17 ноября 2006 года. Приднестровье – первая республика, с которой Абхазия подписала договор о дружбе и сотрудничестве. А случилось это сразу после нашей Отечественной войны 22 января 1993 года. Взаимоотношения Абхазии и Приднестровья сложились на ранней стадии формирования государственности обоих государств. В дни Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году в Абхазию приехала делегация Приднестровской Молдавской Республики, которую направил президент Приднестровья Игорь Николаевич Смирнов. И в январе, еще раз обратно говорю, в дни Отечественной войны народа Абхазии между Абхазией и Приднестровьем были подписаны соглашения о взаимном признании, о сотрудничестве, дружбе и сотрудничестве. За этот период времени подписано более 30 межгосударственных и межведомственных соглашений и документов. Хотя сегодня границы между государствами закрыты, но происходят онлайн-встречи и встречи на представителей Абхазии и Приднестровья на каких-то других площадках, которые, скажем, проводятся в Российской Федерации. Вот, на территории Сириуса недавно состоялись встречи молодежи Абхазии и Приднестровья. Мы проводили шахматный онлайн-турнир между Абхазией и Приднестровьем, между Очимчирой и городом-побратимом, городом Бендеры, между гудаутскими школьниками и дубасарскими школьниками. Но эти контакты, конечно, они носят, может быть, какой-то эпизодический характер, но при всем том, еще раз я хочу сказать, взаимоотношения, конечно, улучшатся, и экономические взаимоотношения, они наладятся. Гарри Купалба также поздравил народ Приднестровья с праздником – Днем независимости. Я хотел бы, пользуясь ситуацией, поздравить, конечно, народ Приднестровья с этой юбилейной датой, но, кроме того, хочу поздравить народ Республики Абхазия, дружественный народ, пожелать нашим народам мира и благополучия. Сегодня очень сложно в мире, и я хотел бы, чтобы в наших республиках на самом деле мир был бы сохранен. Абзира Шамазат, Прила Хайбабала.
Напомним, 2 июня 1990 года Первый съезд депутатов всех уровней Приднестровья заложил основы государственности Приднестровской Молдавской Республики, решение о создании которой было принято спустя 3 месяца, 2 сентября 1990 года на Втором чрезвычайном съезде народных депутатов всех уровней. Основываясь на праве народов на самоопределение, было провозглашено образование Приднестровской Молдавской Республики. Аэлита Арутюнян Ахрамичева, Абхазское телевидение. После создания республики. Проблемам своевременного вывоза мусора, обеспечения бесперебойной подачи воды населению, бурению новых скважин, утверждению проектов реконструкции набережной и причала, за которые проголосовали жители и гости столицы, и многому другому посвящалось расширенное совещание, которое провел Тимур Агарба с руководителями подразделений администрации Сухума. Среди приоритетных тем – вопрос собираемости налогов за услуги жилищно-коммунальных служб. Работу в этом направлении глава Тимур Агарба поручил усилить. Кроме того, мэрия начинает масштабную программу по обновлению фасада зданий жилых домов, представляющих историческую ценность. Так, в ближайшее время будут отреставрированы 2 дома по улице Арзенба. Все работы и строители должны в обязательном порядке согласовывать с архитектурным отделом. Только в строгом соответствии с имеющимися нормами мы будем осуществлять реставрацию данных фасадов, сказал глава столицы. Минимизировать ущерб зеленым насаждениям от масштабных работ по реконструкции набережной. С такой целью прошло выездное совещание под председательством замглавы администрации Сухума Константина Тарба. Главный архитектор столицы Беслан Багателя, сотрудники ЖКХ, управления городским хозяйством, представители Госкомитета по экологии, Института экологии, а также проектировщики, ландшафтные дизайнеры из Москвы прошлись по скверам набережной с проектом реконструкции, чтобы посмотреть, какие деревья можно и нужно обойти. Сегодня проходит выездная комиссия по благоустройству. На нее были приглашены приехавшие из Москвы специалисты, которые проектируют ландшафтный дизайн и проектируют общественные пространства, которые входят в концепцию по благоустройству и к реконструкции набережной. Выездная комиссия, значит, определяет, как будут проходить велодорожки, теневой променад, по какому маршруту это все будет проходить, какие деревья нужно обойти, какие деревья ценных пород. Будет очень много новых насаждений, которые будут высажены по всей набережной. И вот комиссия будет определять, каких пород деревья и кустарники будут высажены на нашей набережной. Цель нашей комиссии – минимизировать ущерб от производимых работ в будущем для насаждений, которые присутствуют, есть на набережной. На капитальный ремонт водовода в Гале потребуется около 3 месяцев. Здесь лопнул основной водозабор, и большая часть воды уходит в реку. Но и то, что остается в бассейне, не доходит до потребителей полностью, так как теряется по пути из-за протекающих труб. По поручению премьер-министра Абхазии администрация работает над решением проблемы совместно с управлением капитального строительства. Приезжал премьер-министр, поднимались на водонапорное сооружение. Премьер-министр то лично там ходили, вот мы расчищали, мы смотрели. Там у нас лопнул основное водосборное сооружение, и большая часть воды у нас вытекает в реку, не попадает в трубу, правильно я говорю? Да. Все остальное потом еще и по сети пока доходит, еще процентов 30-35, наверное, теряем еще по сети. И сейчас в городе у нас вот из того дебита, который должен был город получать, у нас получилось около 20%, мы только воду получаем именно на город и только на нижнюю часть города. И не выше первых этажей. Я знаю, что подготовили дефектный акт, те разломы сейчас зафиксировали. И у вас будет поездка, по-моему, управление капитального строительства вас сегодня ждет, по поручению министра, да, доложите обстановку, да, что вы просчитали, что сделали. На ремонт мы расчеты сделали от 2 до 3 месяцев, это капитальный ремонт всего сооружения. Я думаю, что после проведения всех видов работ по накопительному бассейну и водосборнику ситуация изменится к лучшему. Ну, обязательно. К лучшему.
Но если нас поддержит государство и будут соответственное финансирование, восстановим трубопровод, и город Гал и район будут обеспечены. Хорошо, спасибо. Главный вопрос, чтобы на время ремонта, надо как-то вот так изловчиться, придумайте схему, чтобы на время ремонта все равно район не оставлять без воды. Авиакомпания «Руслайн» открыла продажу авиабилетов на осенние рейсы по маршруту Сухум-Ханты-Мансийск, запланированные на октябрь текущего года, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сухум. Отмечается, что регулярные пассажирские перевозки по этому направлению, впервые запущенные летом, успешно продолжаются, что подтверждает устойчивый интерес жителей Абхазии Ханты-Мансийского автономного округа и Югры к прямому воздушному сообщению. Полеты будут выполняться также дважды в неделю, по понедельникам и субботам. Время в пути 6 часов 20 минут. Полеты выполняются на комфортабельных воздушных судах, рассчитанных на 50 мест. Приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика. Напомним, из аэропорта Сухум можно совершить путешествие в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Более 100 тысяч пассажиров воспользовались услугами поезда «Диоскурия» с 1 мая. Это почти треть всех пассажиров, перевезенных в летний сезон в прямом российско-абхазском РЖД сообщении, информирует телеграм-канал РЖД. Самые популярные направления – Имеретинский курорт Сухум и обратно – около 40% поездок. И Имеретинский курорт Гагра – 30%. Поезд отправляется дважды в день со станции Имеретинский курорт. Остановки предусмотренные на станциях Цандрыбш, Абата, Гагрыбш, Гагра, Бзыпта, Удаута, Псырцха, Новый Афон. Поездка проходит без очередей на пограничном контроле. Проверка документов проводится на борту. В завершении выпуска расскажем о погоде. В среду, 3 сентября, в Абхазии временами возможны дождь разной интенсивности и гроза. Температура воздуха ночью 18-23, днем 22-27 градусов тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшекшара подошел к концу. До новых встреч. Всего хорошего.